И его соперник Тагдыр Муратов, Кыргызстан, Майлысу. Ну вот, и еще раз здравствуйте, друзья. Собственно, состоялась церемония открытия официальная турнира WF Pro Fight, основной карт. И действительно, в продолжении этого вечера мы сегодня посмотрим очень интересные бои. На ваших экранах ведущий мероприятия Кайрат Мусаев. Я думаю, голос, который вам уже запомнился на протяжении многих турниров под эгидой World Time Match Federation. Ну и, собственно, потихоньку бойцы выходят в октагон. Вечереет у нас потихоньку в Джалалабаде. В этом выпуске мы с вами понаблюдаем за действительно серьезными бойцами. Итак, поприветствуем бойцов аплодисментами. Олшалар болсын. Итак, справа от меня, в синем углу, боец весовой категории 71 килограмм, его рост составляет 174 сантиметра. Ему 24 года. Представитель команды Узбекистан, уроженец Андижан. Команда Ахмат, тренер Кадыр Надыров. Встречаем Умирзаков Джалахи! И его соперник в красном углу, боец весовой категории 71 килограмм, рост 176 сантиметров. Ему 20 лет. Чемпион Москвы по ММА. Мастер спорта по ММА. Команда М-Файтер. Майлысу. Тренер Аджибаев Санджар. Встречаем Тагдыр Муратов! Ну и наконец состоялся анонс первой пары. Умирзаков Джахангир против Тагдыра Муратова, бойца, который имеет определенные регалии на поприще боев смешанных единоборств. Собственно, и является он чемпионом Москвы. 20-летний парень, который на заре своей карьеры. И давайте понаблюдаем, как в этом противостоянии все сложится. Очередной раз узбекский боец против кыргызского. Собственно, Джахангир в синих трусах, Тагдыр Муратов в черных. Первый раунд. Вы на телеканале НТС Спорт. Меня зовут Дидар Есемов. Поехали. Уже полминуты прошло. И пока без активных действий, поэтому в принципе можно себе позволить некоторые лирические отступления. Теперь непосредственно поединку. Выпад от Джахангира. Пока оба бойца работают в стойке. Наверняка обоим привычно. Здесь неплохая попытка была исполнить хай-кик, но удар пришелся в воздух. Размениваются пинками, и своеобразная разведка пока происходит. Вообще, отличительной чертой турнира в Джалалабаде явилось то, что очень многие бои, особенно до мейн-карта, в андеркарте, многие поединки завершались, собственно, по 3 раунда. И, например, в том же Акжаре, на турнире Selection, на турнире рангом ниже, казалось бы, противостояния решались куда быстрее. Здесь все-таки бойцы так осторожно друг к другу относятся. И, может быть, так совпало, что многие пары действительно выбраны очень сбалансированно, и никто не смог заранее доказать, что он сильнее. Посмотрим. 2 минуты первого поединка. И вот первый такой солидный выпад от Умирзакова. Вошел размен. Муратов отлично работает джебом. Несколько раз пробил.
И растерялся Умурзаков Джахангир. На 2 килограмма он потяжелее. Но мы видим, что не зря Муратов является чемпионом Москвы по ММА. Действительно заслуженно взял этот титул. И боец, который имеет... Так, упала капа у Джахангира. Странно, что судья бой не останавливает. Но вот, собственно, до этого дело и дошло. На награждение приглашается почетный член Федерации WF Нишанов Нурлан. Здесь довольно странно, опять-таки, со стороны рефери, но ему все-таки виднее, человек куда больше опыта. А в данном виде спорта будем, вот, собственно, по его решению и смотреть. Тагдыр Муратов побеждает в первом бою. Мне кажется, довольно рано объявили победителя, но всякое бывало. Ну и вот, действительно, за 2,5 минуты разобрался со своим оппонентом. Вторая пара вечера. Давайте послушаем. Итак, справа от меня боец весовой категории 66 килограмм. Его рост составляет 172 сантиметра, ему 24 года. Чемпион по армейским рукопашным боям. Команда «Алыш». Тренер Самединов Нурбек. Уроженец Джалабадской области. Карадарья. Встречаем. Бекзат Кудайбердиев! И его соперник. В красном углу, слева от меня, боец весовой категории 66 килограмм, его рост составляет 168 сантиметров. Ему 22 года. Уроженец Орской области, Алай. Встречаем чемпион Азии по грэпплингу. Мастер спорта по грэпплингу. Команда Альянс. Тренер Исмаилов Айбек. Встречаем Джусупу Доктор Бай! Бойцы в середину. Бойцы рукопожатия. Бойцы слушаем команд. Шотку, засетку не хватает. Удар запрещается в затылок, область позвоночника. Удачи, бойцы, в сторону. Ну и вот, собственно, вторая пара. Бекзат Кудайбердиев против Джусупулу Тохторбая. Оба парня из Кыргызстана. Один представляет Ош, второй Джалабадскую область. Тохторбай сейчас справа на ваших экранах. Бекзат Кудайбердиев слева. У обоих такие достаточно разноцветные пестрые трусы, шорты. Пошел в атаку Кудайбердиев и в итоге ногами связал оппонента, но оказался внизу. Да, и следуя подсказке своих секундантов, пытается сейчас связать руки. Джусупулу, как вы слышали в анонсе, является чемпионом Азии по грэпплингу. Бекзат Кудайбердиев, в свою очередь, победитель армейских турниров всевозможных. Оба примерно ровесники. Кудайбердиев на пару лет старше. Ну, идентичны по своим антропометрическим показателям. Всего лишь на 4 сантиметра Джусупулу ниже оппонента. А вот здесь действительно на серьезный захват попался Бекзат. Да, но все-таки не отдал шею, за что ему, собственно, честь и хвала. Тохторбай начинает пробивать. В отличной позиции находится Джусупулу. И вот, собственно, свой удушающий прием довел до конца. Второй бой, который заканчивается очень быстро. Действительно, в основном карте турнира WF Pro Fight Джалабаде бои очень горячие. Мы уже 2 поединка увидели, очень активные. За 1 минуту и 49 секунд удушающим приемом победу одержал Джусупулу Доктор
Поздравляем Тохторбая с победой. Действительно очень классно разобрался со своим оппонентом, но справедливости ради Бекзат Кудайбердиев тоже свою порцию аплодисментов заслужил. Вот мы видим почетные гости здесь для того, чтобы поздравить с этим поединком, собственно, наградить победителя. Бой смотрелся, я думаю, болельщики в этом противостоянии действительно нашли для себя зачем понаблюдать. Третий поединок вечера, третий поединок непосредственно в этом выпуске, ну и, собственно, третий поединок основного карта. Ждем и бойцов, ждем ведущего, который должен объявить парней. Ну, видите, что уже довольно поздно в Джалалабаде, потихоньку вечереет, и я могу даже сказать, что темнеет, и чем дальше, тем все будет переходить уже в ночные поединки, другой антураж совсем. Будем надеяться, что болельщикам было удобно. Итак, боец справа от меня в синем углу, боец весовой категории 61 килограмм, рост 107 сантиметров. Ему 21 лет. Чемпион Кыргызской республики по грэпплингу. Чемпион Кыргызской республики по панкратиону. Чемпион Кыргызской республики по боям без правил валитудо. Команда Fighter KG. Тренер Чекиров Кенджибек. Соколов, Новопокровка, Бишкек. Встречаем Нормана! Нормана! И его соперник, весовой категории 61 килограмм, рост 172 сантиметра. Чемпион Кыргызской республики по валитудо. Чемпион WF Pro Fight 27. Бойцовский клуб Тохтугу. Встречаем. Ваши бурные аплодисменты. Уроженец Жалбатской области, Тохтугу. Заирбеков! Бойцы, середину. Бойцы, рукопожатие. Бойцы, слушаем мою команду. Шорты, засветли, не хватаем. Удары заключаются в затылок, область позвоночника. Удачи, бойцы, собраны. Ну и поединок в весе до 61 килограмма. Два очень опытных бойца, чемпионы Кыргызской республики по грэпплингу, по смешанным единоборствам валитудо. И действительно два очень достойных соперника. Норматов Нурмухамед в черных трусах, Заирбеков Мирбек в цвета хаки, да, или как еще можно назвать. И сейчас Заирбеков своего оппонента прижал к краю октагона. Дайдан Траус, Абдразак Улу Ислам, Абдусатаров, Абдухадир. Потихонечку начинает Мирбек своего оппонента разбирать. Норматов перешел в откровенную защиту. Ровно минута прошла в первом раунде. И сейчас Мирбек пытается из этой ситуации выжать максимум. Ну а вот Нурмухамед очень неплохо ногами связал оппонента. Взял так называемый треугольник ногами за шею. И довольно неприятно. И несмотря на то, что снизу находится Норматов, все-таки именно Заирбекову в этой ситуации тяжелее всего. В итоге выкручивается и начинает сколошматить оппонента. Несколько ударов подряд в лицо получил Норматов.
Ну и вновь в защитном гарде Нурмухамед. Как грэпплер, мне кажется, он все-таки немножко посильнее, но куда более серьезной ударной мощью обладает именно Мирбек Заирбеков. Ну, собственно, свои лучшие качества в этом поединке ему показать пока не получается. Хотя в этом эпизоде вышел на позицию, из которой можно вязкая толкотня у нас в партере. Понятно, что Нурматов защищается и пытается сейчас оппонента вязать как можно серьезнее. Вот неплохо в очередной раз, 2 или 3 раза Заирбеков своего оппонента ударил. Пытался выкрутиться из этой ситуации, перевести бой в стойку, но Нурмухамед опять взял захват ноги. Да, не дает оппоненту встать. В грэпплинге, в партере работать Нурмухамеду куда приятней. Собственно, если смотреть на поединок с этой точки зрения, то пока все по плану бойца в черной форме. Опять обхватил голову ногами и начинает душить. До конца первого раунда 40 секунд. И, похоже, ногу-то очень неплохо поймал. Мирбек все-таки держит за руку оппонента. Ну и довольно тяжелая ситуация для обоих. Все-таки выкручивается Нурмухамед. Оппонент ему это делать позволяет. Ему также выгодно как-то раскрыть позицию. Закончился первый раунд. Ну и, собственно, время. Да. Неплохо так потолкались в октагоне. Видим, очень серьезно устал Нурматов во всей этой толкучке. — 21 год парню. И действительно имеет неплохие достижения в своей карьере. Я думаю, есть у него определенные планы на то, чтобы выйти вообще на новый уровень международный. Собственно, World Tamash Federation как промоушен, который делает и организует международные турниры, делает это качественно, имеет связи, собственно, с многими организациями не только с постсоветского пространства. Это хорошая платформа для взлета бойцов. И, собственно, Нурмухамед, как и Заирбеков, Мирбек, этой самой платформы пытаются воспользоваться. После этого боя подготовится Абдразак Улу Ислам, Абдусатаров Абдукудин. Второй раунд. Второй раунд. Вот вроде бы Мирбек всего на пару сантиметров выше, чем Нурмухамед, но так чисто визуально кажется куда рослее. Наверное, не ошибусь, если скажу, что у Нурматова такой стиль ведения боя бразильский, что ли, вот эти буквально как змея обвивает своего оппонента и пытается душить, вязать, делать все
для того, чтобы сопернику было неудобно противостоять, чтобы соперник терял много сил. Но это изматывает, собственно, и самого бойца. Хотя опять во втором раунде он свой план в жизнь воплощает, перевел все в партер. А вот здесь отлично. Хороший выпад. Но Мирбеков тоже очень опытен. Прижался к оппоненту и не позволил ему. А что в этой ситуации? Опять повязал ногами. Сейчас внимательно слушает своих секундантов. Мирбеков даже не старается предпринять попытки поднять и как-то... ну да, зачем терять силы, собственно, в такой ситуации. Хотя мог бы поработать в корпус руками. Я думаю, это бы возымело определенное действие, но сам Заирбеков старается сейчас взять оппонента в болевой захват. Выкрутился. А вот здесь неплохая позиция. Насел на оппонента и пошли удары. Но силы, как мы видим, теряют оба. И сейчас Нурматов с помощью рывка меняет ситуацию. И абсолютно полярная ситуация у нас теперь. И что? Додушил все-таки. Но не Нурматов, как мы ожидали, а сам Мирбек вышел в идентичную ситуацию и сумел. И показал оппоненту, как это делается. Собственно, Нурматову пришлось сдаться. Об этом бою во втором раунде за 2 минуты 22 секунды болевым приемом на руку победу одержал Заирбеков Мирбек! Поздравляем Заирбекова Мирбека и переходим к следующему поединку. Один боец уже в октагоне. Абдуразаков Ислам. Абдусатаров Абдукодир не задерживал октагон. Либо минус балл. Ну и, собственно, будет второй боец из Узбекистана, похоже. Абдуразаков Ислам — это боец, который уже вышел в октагон. Все ждут бойца из Узбекистана. Пошло предупреждение о том, чтобы не задерживали октагон. Да, действительно, время летит, и все идет к тому, что некоторые бои будут заканчиваться очень и очень поздно. Поприветствуем бойцов аплодисментами. Итак, справа от меня боец в синем углу. Весовая категория 66 килограмм, роста 72 сантиметра. Мастер спорта по боевому самбо. Команда РМ Айгуль Манас. Уроженец города Джалалабад. Тренер Амирахунов Нурвазир. Встречаем Абдуразаку Ислам! И его соперник, весовая категория 66 килограмм, рост 84 сантиметра. Команда Мангуст, тренер Тугизбаев Мансур, Узбекистан, Наманган, ему 20 лет. Встречаем Абдусатаров Абдукадир! Бойцы в середину. Бойцы рука проведена. Удары за пришельца. Затылок в область позвоночника. Сетку, шоту не хватает. В сторону. Удачи, бойцы. Четвертое противостояние в этом выпуске. Абдуразаков Ислам против Абдусапарова Абдукадыра. Очередное кыргызско-узбекское противостояние.
Ислам, как вы уже все поняли, в трусах синих. Сейчас слева от своего оппонента. Первый раунд. Поехали смотреть. Приглашается следующая пара. Абдураимов Рустам. Сайтиев Баймурат. Абдукодыр пошел в атаку, но это всего лишь единичный лоу-кик. Вот сейчас повторяет и встречает шквал на атаку от Ислама. Неплохую серию ударов в голову оппонента провел Абдразак Улу. Но удары не акцентированы, поэтому выстоять было не так сложно. Но куда точнее по первым минутам действует именно Ислам. В очередной раз хорошо встретил. А вот здесь попадает Абдукодыр, и Ислам переводит все в партер. Начинает лупить оппонента, положив его на настил. Вот это доминация. Да, очень тяжело сейчас было защищаться Абдукодыру, но все-таки силы не безграничные. И Ислам свою атаку заканчивает. Удается Абдусапарову перейти в защитную позицию. Вот что нужно делать, когда вас вяжут, бить оппонента. Опять пытается вырваться. И сейчас все удары в голову. Очень серьезно терпит Абдукодыр. К его чести нужно сказать, пока не сдается. Но здесь уже совсем без защиты. И мне кажется, судье бы пора останавливать, да. Показал Абдусапаров свой характер, но этого не хватило. Все-таки мастерство в этом виде спорта тоже имеет вес. Абдразак Улу оказался сильнее, с чем мы его поздравляем. За 2 минуты и 2 секунды техническим нокаутом победу держал Абдразак Улу. Очередной очень крутой бой, действительно супер бой, как их называет Кайрат Мусаев. Абдразак Улу без остановки отработал первые 2 минуты поединка и не оставил ни единого шанса своему оппоненту. Ну и мы смотрим дальше в продолжении вечера. Турнира ВФ Pro Fight 21 в городе Джалалабад. Ждут второго бойца. Итак, поприветствуем рефери в октагоне. Эмильбеков Азат, судья национальной категории. Бойцы по углам. Итак, поприветствуем бойцов аплодисментами. Перед вами весовая категория 66 килограмм. Боец в красном углу, слева от меня. Его рост составляет 175 сантиметров. Мастер спорта по боксу. Команда «Мангуст». Тренер Тугизбаев Мансур. Наманган, Узбекистан. Ему 22 года. Встречаем Абдураимов Рустам. Его соперник, весовая категория 66 килограмм, рост 175 сантиметров. Чемпион WF Pro Fight, АФК, чемпион Ормонхана, обладатель Кубка Ормонхана, мастер спорта по ММА, команда Кыргызата, тренер Мырзайдар Алиев. Уроженец Джалабадской области, Тогуз Торо, встречаем Сайтиев Баймурат! Бойцы в середину. Бойцы, напоминаю правила. Затылок не бьем, позвоночник, зашелки и засыпки не хватает. Работаем 3 раунда. Удачи, Антон. Очередной раз узбекский боец против кыргызского. И довольно интересно будет посмотреть за этим противостоянием. Сайтиев
боец, который не единожды уже участвовал на Первый турнире раунд. World Air Time Match Federation и имеет в своем активе победы. 66 Подготовиться. килограмм, Шамуров Илья. вес 175 сантиметров. Рост у обоих оппонентов идентично друг другу. Ну и вот то, что интересно и действительно бросается в глаза, Абдраимов Рустам является мастером спорта по боксу. Парень из Узбекистана. А мы знаем, насколько хороша узбекская школа бокса, любительская. Ну и, собственно, оттуда выходило очень много достойных бойцов, олимпийских чемпионов, чемпионов мира. Насколько серьезен уровень стойки у Абдраимова, в связи с этим хотелось бы посмотреть. Пока без особых активностей мы видим, что по-боксерски скорее отплясывает Абдраимов в октагоне. Очень много бегает вокруг своего соперника. Ну а Сайтиев отвоевал себе центр октагона. И, собственно, меньше действий, но КПД куда полезнее. Несколько лоу-киков уже прошли. Ну и похоже, что Рустам ждет момента, чтобы атаковать. И вот, собственно, первый выпад с его стороны. Мастер спорта по боксу против мастера спорта по ММА. Интересно, чья возьмет. Конечно, за Сайтиева местная публика и родные стены, является он уроженцем Жалабадской области. И в этом смысле настрой у него на порядок выше, я думаю, чем у узбекского оппонента. Здесь пропускает хороший лоу-кик Сайтиев. Показалось мне, что между ног пробивал, но в итоге все обошлось. Нужно уже начать что-то предпринимать, как одному, так и другому. Но первым номером скорее работает сейчас кыргызский боец. Ищет момент, но вот в этом размене минимальном все-таки Рустам действует очень резко. Продолжается бой. Минуту 50 еще работать в первом раунде ребятам. Ну и вот, собственно, очень много лоу-киков. В какой-то момент все-таки своего оппонента между ног Абдраимов задел. Ну, нужно сейчас посидеть. Понятно, что приостанавливает таймер судья. Ну и бой продолжается. Так, где-то секунд 20 прибавим мы к итоговому времени. Настолько занимала пауза в связи со сложившимся эпизодом. Первый хайкик в этом раунде на моей памяти. И вот ответоч. Абдраимов показывает, что тоже умеет. Пытался здесь Сайтиев поймать оппонента. Не удалось. Ну и начинает уже публика требовать активности от бойцов. В первую очередь, конечно же, от кыргызстанца, от своего земляка. Ищет возможность для атаки Сайтиев. Вот сейчас нашел.
Закончился первый раунд. Ну и, собственно, первый раунд завершается. И трудно сказать, кто был в этом раунде лучше. Да, чуть активнее действовал Сайтиев, но у Рустама тоже были моменты, в которых он попадал. Aydan geçecekse негізгі чемпиондық беттештер бұл беттешіден кейін болмақшы. Ауа райына жараша, ошондуктан жаштан отырып беріңіздер. Второй раунд. Второй раунд нашего противостояния, да, проанонсировал Кайрат Мусаев, что вслед за этим боем уже начнутся чемпионские поединки, хотя должно было быть все-таки чуточку позже, но в связи с погодными условиями, видимо, сильный ветер, и потихоньку все стремится к тому, что пойдет дождь. Дождь действительно может помешать всем планам. Второй раунд продолжается по сценарию первого. Никто не хочет переводить бой в партер. Оба любят действовать в стойке. Но от узбекского бойца это ожидаемо. Все-таки он мастер спорта по боксу, а не по борьбе. Может быть, стоило Сайтиеву как раз воспользоваться этим и попытаться выиграть в партере. Ой, хороший удар. Отлично, справа навесил сейчас. Попал. Нужно продолжать в том же духе. Ну и пока бой смотрится абсолютно безидейно. Разведка уже должна была закончиться в первом раунде, но до сих пор ни один из оппонентов не может найти ключи к своему противнику. Вот пошел размен. Давайте, давайте, парни, хотим зрелищного боя. Но опять все не развивается дальше. Пару выпадов. Здесь неплохой прямой был от Абдраимова. Чувствуется боксерская школа. Но Сайтиев непрост. Увернулся. Загнал вроде бы в угол. Хороший хайкик. Но увернулся в свою очередь узбекский боец. Очередной лоу-кик в его исполнении. Пока отвечают ударом на удар, но все это в ноги. Вот здесь хорошая стычка произошла. Так, и что? Очередная пауза. Видимо, выпала капа у Абдраимова. Да, действительно, так и есть. Опять пауза, как в первом раунде. Ну и, собственно, бой продолжился. Хороший хайкик прошел. Встрепенулась публика сразу же. К супербою подготовится Аджибаев Санджар. Акбаров Дильмурод. Итак, дорогие дамы и господа, после этой встречи будет супербой. Акбаров Дильмурод, Аджибаев Санджар. Подготовиться.
Ну и, собственно, вы сами все слышали. Следующий поединок. Аджибаев Санджар против Акбарова Дильмуродов. Бой за титульный пояс турнира ВФ Pro Fight. И будет интересно за этим понаблюдать. По крайней мере, надеемся, что бой будет гораздо динамичнее, нежели этот. Опять отработали бойцы как на тренировке. Второй раунд. Побегали немножко друг друга, поразминали. Ну и пытаются сейчас все подбодрить, и публика, и секунданты. Но мы видим, что никто не хочет рисковать. Закончился второй раунд. Второй раунд подходит к своему завершению. Аджибаев Санджар. Акбаров Дильмуродов. Ну и, честно говоря, как судить этот поединок, мне пока непонятно. Возможно, в третьем раунде бойцы покажут что-то интересное. Будем на это надеяться. Особенно ждем активных действий от Сайтиева. При родной публике мы видим, что пошел легкий дождик. А весной погода везде достаточно капризная. Вы видели, какой проливной дождь был в предыдущем турнире в поселке Акжар. Здесь жалуется Абдраимов на то, что мокро на настиле. Ну что поделать, против погоды не попрешь. Все в равных условиях, а здесь шикарно поймал за ногу оппонента, еще и встретил хорошим боковым. 40 секунд третьего раунда, и уже куда жарче, нежели в первых двух. Похоже, что именно дождь взбодрил. Ну да, теперь настил буквально как лед, конечно. И скользить здесь будут все. А что тут? Похоже, что Рустам как-то задел глаз Сайтиева. Видимо, пальцем. И сейчас очередная пауза в этом противостоянии. Выходит в октагон медицинская бригада. И, собственно, услышим мы через несколько секунд вердикт. Продолжится ли поединок или же завершится победой Рустама Абдраимова. Дождь действительно уже очень и очень темповый, такой скажем. И если все продолжится в том же духе, в скором времени настил будет максимально залить водой. Я думаю, даже сейчас уже бойцам передвигаться тяжело. Вот мы видим, как идет, скользит нога. Это требует дополнительной стойкости в координации. Бой с тенью своеобразного Абдраимова. Итак, рефери, замечание обоим бойцам. По минус баллу за пассив. Бил пайдан минус. Эконетинг. Ну да, собственно, на протяжении всего поединка Продолжаем бой. оба бойца не предпринимали активных действий. И этот минус балл за пассивность действительно справедливое решение. Посмотрим. Уже и дождем пытались взбодрить, и замечанием от судей. Оба в равной ситуации. Последние 2 минуты должны использовать по максимуму, если хотят выявить победителя. Да, нужно и Азату Эмильбекову, судье, почаще пытаться взбадривать Активнее, бойцы, активнее. Волчав трас, қолдап тұрас.
Включается и Кайрат Мусаев, подбадривает он и бойцов, и публику. Но пока активность скорее визуальная. В драку это никак не переходит, а вот здесь... Уронил Сайтиев оппонента, но не стал набрасываться на него. Тяжело проводить хайкики, когда твоя опорная нога скользит. Прекрасно понимаем. Ну что, оба в равных условиях, и придется драться так, как есть. Еще 45 секунд в третьем раунде. Но, возможно, это то время, когда уже пора. Да, кстати, лоу-кики работает все лучше и лучше сейчас. Приходится думать о координации обоим спортсменам. Очередной выпад мимо. Еще 15 секунд в третьем раунде. Ну, давайте, ребята. 10 секунд. Тяжелейшее решение придется принять судьям по истечении этого поединка. Ну и похоже все. Определенное расхождение в секундомере, но здесь, понятное дело, была пауза во время остановки, и когда произносили вердикт о минус баллах. Ну и будет довольно интересно сейчас узнать, кто же именно окажется победителем в этом бою. Скажу вам честно, не в обиду ребятам, но победы не заслужил ни один боец. Бой был очень вялый, и смотреть 15 минут на все это было довольно мучительно. Мы уже видим, потихоньку вышли люди, С минимальным преимуществом победу одержал боец синего угла, команда Кыргызстана. За пояс Давлеев. Ну и, собственно, да, победил Сайтиев с минимальным преимуществом. 18. Ваши бурные А аплодисменты. мы переходим к следующему бою. Будем надеяться, что он окажется куда интереснее. Санджар Аджибаев против Дильмурода Акбарова. Бой за пояс турнира WF Pro Fight. В синем углу боец весовой категории 71 килограмм. Его рост составляет 176 сантиметров. Ваши будут аплодисменты. Команда Мангус, тренер Тугизбаев Мансур. Встречаем. 5 раундов по 5 минут. Акбаров Тимур! И его соперник, весовой категории 71 килограмм, рост 179 сантиметров. Чемпион Кыргызской Республики по греко-римской борьбе 2009. Профессиональный рекорд 5 побед, 2 победы и 0 поражений. Мастер спорта по ММА. Команда М-Файтер, тренер Саян Аббасов. Уроженец Майлусу. Встречаем Сапсан Аджибаев Санджар! Бойцы в середину. Бойцы профессионалы. Удары заключаются, затылок, область позвоночника. Шоты, сеты не хватаем. Слушаем мою команду. Удачи в этих сторонах. Ну и первый пятираундовый поединок этого вечера. Собственно, вы все слышали сами. Санджар Аджибаев против Дильмурода Акбарова. Не прямо сейчас Санджар идет в атаку. Он в черных трусах. В свою очередь Акбаров в наляпистых, таких военных. Ну, по крайней мере, в такой расцветке. Ну и сразу же перевели дело в партер оба. Тут, наверное, опыта у Аджибаева чуть побольше. Является он мастером спорта по греко-римской борьбе. Является чемпионом Кыргызстана в этом виде спорта.
Отличный захват поймал. Мы видели в одном поединке, как все закончилось. И сейчас действительно Аджибаев Санджар сметает своего оппонента буквально за минуту. Поймал на болевой руку оппонента. Ну и вот это действительно шоу. Взбадривает публику, требует внимания к себе. Отличная победа. Браво, Аджибаев Санджар, поздравляем его с этим достижением. Разобрался очень быстро и очень зрелищно. Об этом бою. В первом раунде за 48 секунд удушающим приемом победу одержал Аджибаев Сапсан Санджар! Ну и действительно заслуживает своего прозвища Санджар, прозвище Сапсан. Я не знаю, с каким смыслом. 2018 WF Pro Fight. С каким умыслом брал он себе это прозвище, но как, собственно, и Сапсан, очень быстро умеет делать дела этот парень. Ну и вот, собственно, награждается чемпионским поясом турнира WF Pro Fight Джалалабад, с чем мы его поздравляем. Бой, казалось бы, 5-раундовый, но закончился очень быстро, памятный, соответственно. Памятные фотографии. И мы переходим к следующему супербою. Смена рефери у нас происходит. Ну и благо к этому поединку похоже, что дождь немножко приостановил. Все-таки погода перестала быть безжалостной и пошла на уступки, скажем. Итак, бойцы по углам, рефери в октагон. Итак, перед вами еще один супербой весовой категории 77 килограмм. И этот супербой требует ваших супераплодисментов. Аплодисменты бойцам. Так, слева от меня боец в красном углу. Весовой категории 77 килограмм, рост 177 сантиметров. Мастер спорта по борьбе. Клуб «Войнак», Алматы. Ему 28 лет. Встречаем Агуев Азиз! И его соперник. Весовой категории 77 килограмм, рост 175 сантиметров. Трехкратный чемпион Кыргызской республики по боям без правил. Чемпион по грэпплингу. Чемпион WF Global 3. Обладатель пояса Базар Кургон 2017. Мастер спорта по ММА. Тренер Эмиль Тофтованов, спортклуб «Боец». Уроженец Джалалабада. Ему 29 лет. Встречаем Муратов Рахманджон! Бойцы в середину. Ну и пошли в бой серьезные. Бойцы удары запрещаются. Затылок, область позвоночника. Сетку, шотку не хватает. Удачи, бойцы. Пошли в бой серьезные дяди. Муратов Рахманджон против Азиза Агуева. Очередной гость международного турнира WF Pro Fight. Гость из Алматы. И давайте посмотрим, как сложится этот поединок. Ждем хорошего зрелища. Благо и погода внесла свои коррективы до этого, но вроде бы все в порядке. А пока привыкают на силу к мокрому. Шомродов Ильюр, Абдыджапаров Улусыргат. Сейчас, казалось бы, выход делает Азиз, но Рахманджон отличной двоечкой его встретил. Хороший размен. Пора атаковать. Так, намеренно провоцирует оппонента. А вот здесь подскользнулся. Нужно быть осторожней, да.
Ну, мы видим, что Агуев действительно спортсмен, который по-джентльменски относится к своему оппоненту и такой оплошностью соперника пользоваться не стал. Что, собственно, хвала ему и почет. Но вот здесь включает довольно интересный стиль. Пошли уже у нас ментальные игры, свои какие-то приколы от бойцов. И этим и интересен ММА. Здесь бывает всякое. А вот это, кстати, запрещено правилами. Использовал сетку для разгона, но в итоге сам нарвался и в этой ситуации. Да, как будто бы нырнул на кола, знаете, и нырнул в такую глубину, из которой выбраться не получилось. Рахманджон в отличный захват поймал Азиза. В этом бою в первом раунде за 1 минуту и 34 секунды удушающим приемом победу одержал Муратов Рахманджон! Поздравляем! Очередной представитель Джалалабада побеждает в противостоянии, становится действительно обладателем пояса. Ну вот, чемпионские поединки, которые должны длиться порядка 5 раундов, заканчиваются куда быстрее, чем бои, которые шли в андеркарде. Итак, подготовиться к следующей паре. Всегда. Шамурадов Ильюр, Абдыджапарулы Сыргак приглашается. Всегда интересно за таким наблюдать. Получает, собственно, Муратов свой заслуженный пояс, ну и почетные медали об участии в этом ивенте. Опять-таки памятные фотографии. Собственно, все это вы можете понаблюдать на официальных страницах и World Tamash Federation в социальных сетях, и у нас в социальных сетях телеканала НТС Спорт. Ищите, и будет вам благо. Нормально отырып берсеңіздер, кишілерді көбейтпей ушул жерге. Медицинский персонал, судейская коллегия, секунданты, все, башка ешкім керегі жоқ бұл жерге. Ну и вот, собственно, следующий поединок. Парни уже в октагоне. Представитель команды Узбекистан. Весовая категория 71 килограмм, рост 175 сантиметров. Победитель чемпионата Азии по рукопашным боям. Чемпион по грифлингу. Трехкратный чемпион по грифлингу. Мастер спорта по рукопашным боям. Команда Аэропорт Клуб Файтер. Тренер Роба Улугбиков. Ему 24 года. Встречаем Шамурадов Ильюр! И его соперник в весовой категории 70 килограмм, рост 187 сантиметров. Уроженец Джалабадской области, город Джалабад. Команда Аль-Фатих, тренер Фаизов Чингис. Ему 20 лет. Встречаем Абдыджапарулы Сыргак! Бойцы в середину. Приветствую. Бойцы, запоминай правила. Затылок идем, позвоночник за шорты, за сетку не хватает. Работаем 3 раунда по 5 минут. Удачи, Павло. Ну и, собственно, следующий бой, трехраундовый по 5 минут. Шуранов Ильнус против Абдыджапарулы. Очередной местный боец, представитель Джалабадской области. Первый раунд, поехали. Кыргызстан сейчас спиной к нам. В таких аляпистых шортах, напоминающих флаг сборной Бразилии. Первая ассоциация с подобной формой, но Ильнус, Следующий парень подготовится. в трусах Ахматов, Курсанбек, синих. Камалдинов Ислам. Даярдан Траус. Очень долго разведывают друг друга бойцы. Более 40 секунд уже прошло, и пока без активности.
Но мы видели нечто подобное уже сегодня. Будем надеяться, что это был стартовый, стартовый такой, ну, собственно, так и случилось. В разменах действительно очень активные. Высох уже октагон после дождя. Привели его в порядок. Шуранов хорошую атаку сейчас исполнил. Находится в очень хорошей позиции. И как бы Абдуджапар Улу здесь не потеряться. Но вяжет неплохо руки оппонента. Полторы минуты первого раунда уже прошли. И пока, справедливости ради, спортсмен из Узбекистана смотрится поинтереснее. Даже встал с такой позиции и дважды слева неплохо пробил. Нельзя держаться сетки. Должен об этом понимать прекрасно. Пытается сейчас Абдуджапар Улу вывернуть ногу оппонента. В итоге нарывается на смену позиции. Опять получает серию ударов в лицо. Очень неплохо работает Шуранов в этой ситуации. Да, и поймал руку болевой захват. Мне кажется, здесь уже без шансов. Но терпит на характере. Не хочет проигрывать при родных трибунах парень. И, собственно, честь ему и хвала за это. Но здесь можно лишиться руки. И приходится сдаваться. Браво. Браво, Ильнур Шуранов. Абсолютно достойно выиграл в этом бою. С чем мы его, собственно, поздравляем. Гость Федерации WF. Да, первый узбекский боец, по крайней мере, в этом выпуске, который свою победу все-таки одержал. Ну что ж, сейчас мы официально узнаем имя победителя. В первом раунде за 2 минуты 42 секунды болевым приемом на руку победу одержал Шормуродов Эльнур. Поздравляем его с этой победой, а я с вами прощаюсь. Услышимся в следующем выпуске. Смотрите ВЕФ на телеканале МТС Спорт.